56 радиостанций и более 170 журналистских работ. 4-й межрегиональный радиофестиваль «Голос Кавказа» расширяет границы. В этом году профессиональные радийцы в крымском Симферополе собрались практически со всей страны. Кавказский фестиваль и впредь будет открытым. Наш фестиваль сделали открытым для всех журналистов, радиожурналистов. И с этого года в этом году у нас принимают радиожурналисты от Крыма, можно сказать, до Сахалина. Мы хотим журналистов со всей России приглашать ежегодно на Кавказ. 4-й межрегиональный радиофестиваль «Голос Кавказа» прошел в рамках соглашения, подписанного между Чеченской Республикой и Республикой Крым о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве. Взаимодействие в информационном пространстве теперь также будет более тесным. Крым на сегодняшний момент стал неотъемлемой составной частью не только российского государства, но мы стали частью большого и такого многоликого информационного пространства нашей большой страны. И поэтому, конечно же, для нас визит сюда наших коллег и проведение различного рода конкурсов, фестивалей, тематических и профессиональных, является очень важной такой вот площадкой. Безусловно, это интересный форум, это возможность обменяться профессиональным опытом, это возможность посмотреть, подсмотреть и научиться у коллег, передать свой опыт, завязать дружеские связи и контакты. Говоря о проведении форума именно в Крыму, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации отметил, что он имеет значение федерального масштаба. Северный Кавказ и Крым – это самые стержневые, я считаю, одни из самых стержневых с точки зрения российского федерализма регионов, которые нужно мониторить во всех отношениях. Но важность эту все-таки я бы распростер на всю Российскую Федерацию, потому что наша страна сегодня находится в состоянии геополитической турбулентности. Санкционные меры, которые предприняты против Российской Федерации, обязывают нас к очень многому. Поэтому такого рода фестивали, где во всем этом многоцветии, во всей этой симфонии наших национальных костюмов, колоритов, мы находим самый главный для себя ответ. Будет ли Россия развиваться дальше? Станет ли она мощной державой? Мы отвечаем: да, она станет мощной державой, да, она будет развиваться, и мы будем гордиться своей родиной. В рамках мероприятия представители Севастопольской академии наук передали золотую медаль учреждения Рамзану Кадырову за гражданскую позицию по защите государства и непосредственную помощь жителям Крыма и Севастополя. Очень приятно сегодня оказаться в роли человека, которому доверено получить столь высокие награды, и причем в адрес не кого-нибудь, а национального лидера народов Чеченской Республики, я повторяю, народов Чеченской Республики, среди которых есть и русские, и украинцы, и евреи, и татары, и представители многих других кавказских национальностей. После церемонии награждения прошел гала-концерт, на котором каждый регион-участник представлял собственную культурную программу. Ваид Дадаев, Тамерлан Арсунакаев. Новости.